Крымско-татарская вышивка – культурное явление, обладающее самобытными особенностями. Этот вид искусства славится своей уникальностью и техникой исполнения. В библиотеке имени Гаспринского в Ахмеджите открылась этнографическая выставка «Алтын Мирас. Золотое наследие» учениц любительского объединения «Творческая лаборатория к истокам», основателем и руководителем которой является Хатиджа Юнусова. Представлено очень много копий старинных вышитых изделий. Почему? Потому что направление нашей творческой лаборатории – это возрождение крымско-татарской вышивки. Невозможно ее возродить без создания копий изделий. Для чего это делается? Чтобы ученики поняли, как вышивальщицы, которые еще вышивали 100-200 лет назад, как они вышивали, какие особенности применяли. На выставке «Алтын Мирас» представлены более 80 работ в разных техниках. Национальные женские головные уборы «Фес», вышитые головные покрывала «Марама», футляры для хранения Корана, крымско-татарские пояса, нарукавники, дамские сумочки и многие другие экспонаты. Среди участников – мастерицы разного возраста и разных профессий, которых объединила чудо-вышивка. Сегодня я принесла костюм, феска, жилетка и ушах. Это, знаете, даже не передать словами. Вот я когда сажусь вышивать, да, я не встаю, пока у меня спина начнет болеть. Мне очень нравится вышивать, и вот, знаете, вот какое-то наслаждение. Данным именно творчеством я занимаюсь уже 3 года. Я очень давно хотела заняться этим, и мне даже пришлось уволиться со школы, с должности замдиректора, чтобы именно заниматься этим делом. Оно настолько дает вот какую-то внутреннюю уверенность. Вот когда начинаешь вышивать, особенно когда создаешь рисунок, каждый рисунок имеет определенный смысл. И когда ты его создаешь, ты понимаешь, что ты причастен именно к нашей национальности. Вот именно вот то, что наши предки хотели донести, ты к этому причастен. Я уже почти год занимаюсь вышивкой. Я увидела Хатиджу Юнусову в интернете и захотела вышивать, чтобы узнавать многое. Мне нравится вышивать тюльпан, кисет вышивать, это тоже прикольно. Когда проходили обучающие мероприятия, да, я в полном объеме освоила технику и махлама, и букме, и татар-ишлеме. Несмотря на то, что мы живем в мире, когда можно все купить готовое и далекое от ручного, вот как раз-таки ценность ручного труда, ценность вот созданного самим, она на сегодняшний день, мне кажется, особый такой смысл приобретает. Само вот это волшебство, когда иголка, нитка, кусочек ткани, на котором возникает вот что-то, то, что завораживает, то, что притягивает внимание. Посетить выставку «Алтын Мирас», прикоснуться к прекрасному и получить удовольствие от работ мастериц творческой лаборатории к истокам можно до 20 июня в библиотеке имени Гаспринского.